Здравствуйте, дорогие друзья! Третье занятие лекции профессора Владимира Емельяновича Щабанова. К сожалению, запись потерялся, не могли найти, и я озвучу сама по готовой презентации. Третье занятие – введение в фундаментальную экономику. Позитивные факторы экономики. Первое. Сам человек и его состояние. Общественная производительность труда зависит от многих факторов, но в наибольшей степени от самого человека и от его заинтересованности в результатах труда, от его ума, образования, квалификаций, знаний, физической ловкости и силы здоровья, энергии, опыта, решительности, честности, рассудительности, порядочности, здравого смысла, такта, способности общаться с другими людьми, от желания работать, от индивидуальной и общественной культуры труда. Все то, что способствует выработке у людей перечисленных качеств, ведет к увеличению ОПТ, общественная производительность труда. К ним относятся справедливое распределение заработков, прогрессивные методы обучения и воспитания, здоровье отца, матери и ребенка, психологический нравственный климат в семье, в коллективе и в обществе, физкультура и спорт, экология, вся инфраструктура проживания и отдыха людей. Понимание того, что воспроизводство качественной рабочей силы продуктивно нашло отражение в трудах многих прогрессивных экономистов. Под влиянием их разработок вложения в человека менеджерами стали рассматриваться не как непроизводительные расходы, а как главные источники процветания фирмы и общества, не менее весомые, чем капиталовложения в основные фонды. Поэтому в 20 веке накопление человеческого потенциала в передовых странах мира опережало рост их материального капитала. В частности, подъем благосостояния США по крайней мере на 15-30% обязан повышению образовательного уровня рабочей силы. В этой связи вложения в человека в развитых странах уверенно опережают таковые в основные средства предприятия. Таблица номер 1. Соотношение между социальными расходами и инвестициями в производство в Соединенных Штатах Америки. В процентах. Например, образование в 70-м году 50%, а в 80-м 42%, в 85-м 45%, в 90-м 55%. Здравоохранение в 70-м 54%, в 80-м 63%, в 85-м 76%, в 90-м 101%. Как следует из таблицы, не меньше расхода, чем на образование. В США тратятся на здравоохранение и на социальное обеспечение граждан. Поэтому затраты на воспроизводство рабочей силы в Штатах только с 1947 по 1989 годы увеличились 5,5 раза, в то время как на производство основного капитала только 3,7 раза. Как отмечал премьер-министр Великобритании Т. Блэр, экономика, цитата, «экономика, основанная на знаниях, означает, что главный ее ресурс – люди». И с ним солидарен президент США Билл Клинтон. Цитата. «Надежный рост предполагает инвестиции в человеческий фактор, образование, здравоохранение, технологии, инфраструктуру». Так, введение всеобщего бесплатного образования в 20-е годы дало СССР экономический эффект, в 43 раза превысивший затраты на него. Рентабельность вечернего образования для лиц физического труда была в 28 раз больше себестоимости его содержания, а капитальные затраты на это окупились через 1,5 года.
Однако в нынешней России именно на людях принято экономить. Так, второй фактор – условия труда и быт работников. Особенно сильно на общественную производительность труда влияет степень удовлетворения потребностей людей. Чем она выше, тем значительнее вклад работающих в производство. И это один из самых продуктивных факторов грядущего восстановления страны. Отсюда академик С.Г. Струмилиным делается вывод, что, цитата, «чем больше мы вздумали бы сэкономить на заработке и продовольственных нормах, тем больше принесли бы себе убыток». Ему вторит Генри Форд, цитата, «вопрос о заработной плате более важен для предприятия, чем для рабочего. Он более затрагивает производство, чем рабочую силу. Недостаточный заработок гораздо скорее повредит производству, чем рабочему». Поэтому заработки работающих на его заводах были примерно в 2 раза выше, чем у окружающих, минимум на $5 в день. Он допустил рабочих к участию в прибылях, построил образцовый рабочий поселок. Но эта зарплата была гарантирована только при соблюдении определенных правил поведения. Деньги должны были расходоваться на семью, а не на алкоголь, игры и развлечения. Замужних женщин он не брал на работу, но на их содержание к зарплате мужей добавлялась дополнительная сумма. И в конечном итоге это принесло Генри Форду громадную выгоду, понизило текучесть кадров, сократило расходы на их обучение, улучшило здоровье, повысило квалификацию работающих, что резко увеличило прибыль и производительность труда. Экономия на человеке таким образом является весьма расточительным делом. Какими бы заманчивыми перспективами они не прикрывалась. Не говоря уже о том, что такая экономия ограничивает покупательную способность внутреннего рынка, а значит препятствует развитию всей экономики. Поэтому в действительности все непопулярные меры в конечном итоге являются регрессивными. Третий фактор – техническая вооруженность труда. Его влияние не является однозначным. На самом деле изготовление и содержание машин, оборудования требует столь больших затрат, что они не всегда окупают себя, и их использование экономит больше общественного труда, чем на них расходуется. То есть тогда фактически техника из помощника человека превращается в его эксплуататора. Поэтому в динамике прогресса большую роль играет качественное состояние основных фондов, чем количественное. Четвертый фактор позитивный – наука и технологии. Цитата: «Нет ничего сильнее знания, оно всегда и во всем пересиливает и удовольствие, и все прочее». Платон. Следующая цитата: «Наша экономика основана не на естественных ресурсах, а на умах и применении научного знания». Президент АН США Ф. Хандлер. На сегодняшний день американские компании расходуют на обучение и подготовку своих сотрудников свыше $15 миллиардов ежегодно. Только на реализацию принятой в 2001 году решением Конгресса США программы совершенствования образования «Равные возможности для детей» было выделено $26,5 миллиардов. Общий же уровень расходов на образование в развитых странах составляет 5-6% от их ВНП. В современной России затраты на науку никогда не достигали 1%. А в кризисные годы опускался до 0,23% от ВВП. В результате заработки учителей традиционно не обеспечивают минимальный уровень их элементарного проживания. Врачи и медсестры
несмотря на всю ответственность их работы, поставлена на грань выживания. Государству для поддержания его в рабочем состоянии требуются конкретные расходы, как жилому дому и сложной машине, постоянное обслуживание. А если такового нет, они рушатся, поэтому перераспределение доходов страны в частные руки свыше безопасного предела является гибельным для нее. Пятый фактор, позитивный. Разделение и кооперации труда как главные факторы увеличения общественной производительности труда. Самым продуктивным фактором повышения опыта является усовершенствование организации труда. На него не требуются большие затраты времени и средств. Однако по эффективности оно способно превзойти все другие факторы вместе взятые. Именно данный фактор и является главным при реформировании всякого предприятия, любой хозяйственной системы, а все остальное лишь его итог. Здесь не рассматриваются технологические факторы, но специализации, внедрение рациональных приемов и методов труда, поскольку они хорошо изучены и используются в любых экономических формациях. При таком подходе организация сводится к процессу оптимального структурирования производства, базирующегося на рациональном сочетании двух диалектически противоположных факторов, а именно на разделении и кооперации труда. Разбираем разделение труда. В процессе эволюции не было замечено, что профессиональное разделение труда в пространстве во времени существенно повышает его результативность. Оно расчленяет человеческую деятельность на частичные функции и операции, каждая из которых сама по себе не имеет смысла, и только их сочетание формирует готовый продукт. При нем лучше используются индивидуальные возможности работников, быстрее растет их квалификация, совершенствуются навыки труда, орудия производства, рациональнее расходуется рабочее время, появляется все больше специалистов узкого профиля. Чем сложнее и полнее специализировано производство, тем глубже в нем разделение труда. Уровень развития производительных сил нации обнаруживается всего нагляднее в том, в какой степени развито у нее разделение труда. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Более того, вся внешняя торговая деятельность государств направлена на реализацию их специфических преимуществ и ослабление недостающих, и это является весомым двигателем прогресса. Таким образом, расчленение видов труда по исполняемым ими функциям является одним из наиболее весомых факторов прогресса. Кооперация труда. С другой стороны, разделение труда вызывает необходимость согласования, объединения отдельных работников и их групп в общем трудовом процессе. Во взаимном согласовании производства всех уровней от отдельных исполнителей, образуемых ими бригад до предприятий подотраслей и целых отраслей общественного хозяйства, объединение, установление взаимосвязи между разделенными специализированными исполнителями в процессе их трудовой деятельности носит название кооперации труда. Она также является одним из важнейших факторов и организации общества. Я могу пример привести кооперации труда именно на заводе КАМАЗа, Камский автомобильный завод. Там вот большой один завод КАМАЗ разделен на завод двигателей, прессово-рамный завод и другие заводы. Вот, они как раз и называются названиями, где какой этот продукт производится. Вот живой пример. В кооперации осуществляется переход количества труда в более высокое качество благодаря, цитата,
созданию новой производительной силы, которая по самой своей сущности есть массовая сила. Карл Маркс. Кооперация сопровождается объединением результатов разделенного труда, вследствие чего его производительность растет быстрее суммарных трудовых расходов. Именно она позволяет разрешать глобальные проблемы, развивать науку, образование, культуру, защищаться от врагов, строить каналы, плотины, дороги и другие сооружения, приносящие коллективную общественную пользу. Рациональное сочетание разделения и кооперации труда формирует все структуры хозяйства. Так, работники объединяются в бригады, из них формируются цеха. Последние образуют фирмы, заводы, фабрики, отрасли хозяйства. С другой стороны, государство представляет собой кооперацию регионов. Последние – интеграцию областей, районов и другие. То есть разделение и кооперации могут быть как производственными, так и территориальными, осуществляться как в пространстве, так и во времени. Иерархическое дерево организации современного производства. Вот вертикаль – это руководитель, два заместителя и цеха, начальники цехов тоже, бригады, бригадир и в бригада входят люди. Вот это по горизонтали это сами трудящиеся объединяются в бригады, бригада объединяются в цеха, вот по вертикали вот так. В каждом звене, во всякой ячейке производства разделение и кооперация труда всегда присутствуют одновременно, то есть образуют диалектическую пару, единство которых и борьба между ними формирует все общественную организацию. Так, если рассматривать дерево организации сверху вниз, тогда прослеживается процесс разделения структур на ряд составляющих их звеньев, а если рассматривать его снизу вверх, тогда наблюдается процесс кооперации, объединения разделенных ячеек в более крупные структуры. Таким образом, разделение и кооперация труда как инструмент организации являются взаимозависимыми. Характер разделения труда определяет целесообразный уровень его кооперации, и наоборот, кооперация позволяет углублять процесс разделения труда. То есть, если работнику не нужно самому делать все нужное для жизни, это позволяет ему еще больше специализироваться в своей профессии. Но при этом он в большей степени заинтересован в кооперации с другими работниками и подразделениями. В этой связи углубленное разделение труда ведет к еще большему объединению его в рамках различных профессиональных и территориальных образований. Более того, без кооперации с другими структурами разделение труда непродуктивно и не может иметь места. Только тогда металлург способен успешно работать, когда его обеспечивает пищей земледелец. И то же самое происходит со всеми другими профессиями. Влияние на человека указанных факторов неравнозначно. Разделение труда способствует эгоизации работников, ведет к тому, что они ограничивают круг своих интересов проблемами личного свойства. Противоположность этому при кооперации возникает при общении работников к чему-то более масштабному, более весомому, чем они сами. И это возвеличивает человека, расширяет диапазон его интересов, включает в них окружающих людей, приводит к пониманию места его иерархии коллектива, общества и всей Вселенной, делает человека и мудрее, и дальновиднее. Таким образом, сочетание указанных факторов порождает все многообразие человеческих отношений, ведет к диалектическому единству человечества, к врастанию друг в друга людей и коллективов и всего окружающего их мира, образует
работающие в мире противовесы, без которых каждая вещь гибнет от собственной односторонности. Это Платон, слова Платона. То есть любая вещь, чтобы существовать, нуждается в своей противоположности, иначе она испаряется в небытие. Слова К.Г. Юнг. То есть в коллективе слаженная работа ведется. Каждый заинтересован в результате. И вот получается, коллектив болеет за каждого, чтобы производительность труда повышалась. Мотивирует, руководитель мотивирует, и поставлена работа, каждый от души работает, а не как бы для галочки. Отработал свои часы и все, остальное меня не волнует, да? Вот такого не должно быть и не будет, если вот такой будет подход, да? Человеку показать, что в итоге получат все. Отсюда нет разделения труда без его кооперации, как нет кооперации без разделения образующих ее структур. Каждое подразделение является продуктом разделения труда более крупного подразделения, а всякий разделенный труд объединен в какую-то структуру, и это не зависит от формы собственности, от моды, от названия организации или от характера ее деятельности. В результате любое предприятие, всякая организация обладает дуализмом качеств. С одной стороны, они предназначены для удовлетворения потребностей тех, кто на них работает, а с другой – общественных потребностей. Очевидно, что без исполнения общественно значимых функций любое предприятие теряет смысл. Как если бы работающие и собственники не были лично заинтересованы в результатах своего труда. В противном случае организации превращаются в механизм бизнеса. То, что мы наблюдаем в организациях, на заводах, да? На работу ходят, чтобы отрабатывать часы, а результата, заинтересованности в результате нету, потому что от этого они никакого... От этого результата никакой выгоды не получают, заинтересованности нету. В противном случае организации превращаются в механизмы бизнеса, то есть больницы начинают работать для врачей, школы для учителей, банки для извлечения собственной прибыли. Административные службы становятся ординарными инструментами наживы, а армия – источником благоденствия генералов. Цитата Генри Форд. «Капиталисты и рабочие одинаково неправы, полагая, что предприятие существует для получения дохода. Они расходятся только в том, кому он должен принадлежать. В действительности предприятие существует для удовлетворения общественных потребностей». При разделении и кооперации появляются дополнительные виды работ, необходимость которых до этого отсутствовала: координация, обеспечение, контроль, учет и управление. Иначе, чем потери общественного труда, их назвать было трудно, если бы они, в свою очередь, созданием условий для реализации разделения и кооперации не экономили общественный труд в еще больших объемах, чем потребили. Однако такое происходит не везде и не всегда. В некоторых условиях количество вспомогательного труда становится неоправданно большим, а его эффективность, то есть способность экономить общественный труд, падает. На практике управляющие и контролирующие структуры нередко растут вне зависимости от истинных потребностей и от результатов собственной деятельности, и такое происходит повсеместно. Поэтому проблема соразмерности различных видов разделенного труда организации
кооперации разных его форм, установление способов и характера вознаграждения за труд является достаточно непростой. Об этом подробно в последующем. При этом отметим, что всякий работающий человек одновременно присутствует на всех уровнях кооперации – бригадном, цеховом, заводском, государственном. То есть он на самом деле является частью коллектива, человечества и всей Вселенной. Рынок и администрация. Что такое рынок? Рынок – вертикальные связи между предприятиями и их структурами являются товарно-рыночными. Администрация – горизонтальные связи между предприятиями и их структурами являются административными. Вертикальные связи способствуют согласованной работе входящих в организацию структур как целого, координации их взаимодействий. Основная цель горизонтальных связей – исполнение справедливого эквивалентного обмена результатами, услугами, продуктами труда между хозяйственными субъектами. Вертикальные связи предназначены для разумного управления производством и обществом, а горизонтальные – для стихийного саморегулируемого. Административные вертикальные связи являются не только инструментами, но и гарантами работы кооперативного механизма хозяйствования. А горизонтальные рыночные связи служат средствами обеспечения разделения труда, придают им саму возможность существовать. То есть без административного управления кооперация не способна развиваться в принципе. Точно так же, как и без рыночных связей не может существовать эффективное разделение труда. Иначе говоря, полноценная работа рыночного механизма хозяйствования невозможна без его административного регулирования и наоборот. То есть в полной мере проявляется диалектический закон единства и борьбы противоположностей механизмов рыночного и административного. Степень надежности указанных связей наряду с развитием производительных сил устанавливает целесообразный уровень структурирования организации, результативности применяемых в них разделения и кооперации труда. Очевидно, что чем совершеннее уровень организации государства, общества и предприятий, тем стройнее, логичнее их функциональная схема. Больше коэффициент полезного действия, то есть получаемые с их помощью результаты, выше ОПТ. Более сложную технику они способны использовать.